Что такое тагут? И дальше автор разъясняет, что такое тагут теперь. Хорошо. Сторонитесь тагута. Определения тагута много. Но лучшее из определения, что такое тагут? Определение, которое автор здесь приводит в 3 основах, со ссылкой на кого? На второго шейхуль ислама. Второй шейхуль ислам — это ученик шейха ислама ибн Таймия, кто? Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля. Ибн аль-Кайим, он дает определение, что такое тагут. Не сам, конечно, он черпает откуда, из знаний предшественников. «Ма таджаваза бихи л-абду хаддаху мин ма'буд ау матбу' ау мута'». Тагут – это все, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в вопросе поклонения, следования и подчинения. То есть в поклонении Аллах установил границы. В следовании иттиба Аллах установил что? Границы. В чем? В подчинении таа Аллах установил границы. Если раб переходит границы вот в поклонении, в следовании, в подчинении, переходит границы в отношении кого-то или чего-то, то вот это, в отношении чего он перешел эти границы, это что? Это тагут. Понятно? Это уже называется тагут. Это из лучших определений. Широкое, совокупное понятие тагут, которое охватывает собой все, в отношении чего человек переходит установленную, дозволенную для него черту, границу. Будь то объект поклонения, например, камни, деревья. Хорошо? Тагут. Или объект следования ученые зла. Или объект подчинения, какие-то правители, которые вышли из покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек перешел границу, внимательно, это очень важный вопрос сейчас. Если человек перешел границу, во-первых, в чем? В поклонении. Стал поклоняться камням, деревьям, могилам и так далее, то он сделал вот это, эти камни, эти деревья, эти могилы, сделал своим чем? Тагутом. В отношении этого он перешел границу, установленную Аллахом в поклонении. Если теперь, например, перешел границу в отношении ученых, стал следовать за ними наперекор воле, наперекор установлениям Аллаха Субхану ва Тааля, наперекор пути Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, подчиняться этим ученым, подчиняться этим шейхам, ослушиваясь Аллаха Субхану ва Тааля, следуя за ними, отвергая установление Аллаха Субхану ва Тааля, путь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, он сделал этих ученых кем для себя? Да, эти объекты следования, за кем он следует, он сделал их тагутами. Потому что нет покорности творению путем ослушания Творца. Хорошо? Дальше, если переходит, например, грань в отношении правителей или царей каких-то и прочих, и подчиняется им в грехе, в ослушании Аллаха Субхану ва Тааля, тоже сделал их тагутами. В каком здесь вопросе? В вопросе подчинения. Понятно? Человек делает себе их тагутами. И автор поэтому говорит дальше, посмотрите, он говорит, Аллах предписал всем своим рабам проявлять неверие в тагута и веровать в Аллаха. Куфр бит тагут валь иману билля. Упоминает прежде что? Неверие в тагута. Хорошо, прежде вера в Аллаха Субхану ва Тааля. Упоминает что? Неверие в тагута. В этом состоит смысл ля иляха илlallah. Потому что ля иляха илlallah состоит из отрицания и утверждения. Отрицание — это проявить неверие сначала. Ля иляха илlallah. Что такое ля иляха илlallah? Проявить неверие во все, чему поклоняются, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Потом что? Проявить веру, признать поклонение одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля, у которого нет сотоварищей. То есть свидетельство таухида, оно должно непременно, обязательно включать в себя отрицание и утверждение. Отрицание чего? Всех, кому поклоняются помимо Аллаха, утверждение поклонения Аллаху. Свидетельство таухида, ля иляха илlallah, обязательно должно включать неверие и веру. Неверие во что? В тагута, во все, чему поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля, и веру в Аллаха Субхану ва Тааля.
Хорошо? И вот поэтому Ибрахим, алейхиссалям, он сказал эти слова: «Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня. Иннани барау мимма та'будун». Я отрекаюсь от того, кому вы поклоняетесь, кроме того, который меня создал. Хорошо? Кроме того, который меня создал. Так Аллах Субхану ва Тааля, Он что возложил на человека? Возложил на человека отречься от тагута, не верить в него, а после этого верить в Аллах Субхану ва Тааля. Если, внимательно, если какой-то человек, он вот говорит ля иляха илля-Аллах, но если он испытывает сомнения в том, что нужно отвергнуть тагута, сомнения, что нужно не верить в тагута, или вообще воздерживается как-то, воздерживается от позиции, воздерживается от суждения здесь, колеблется как-то, или говорит, не знаю, ничего не буду говорить по этому вопросу. Отречение от тагута, не буду ничего. От лжебогов. Вот тот, кто сомневается в необходимости не верить в тагута или колеблется как-то, такой человек не мувахид, не единобожник, не является единобожником. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это очень четкий принцип. Посмотрите, хадис приводится в Сахих Муслима, этот хадис, в нем принцип важный. «Ман каля ла иляха илля-Аллах, ва кафара бима ю'баду мин дунилlah, харума малуху ва дамуху, ва хисабу аля Аллах». Кто скажет «Ля иляха илля-Аллах», ну скажет, уверовав сердцем, да, и заявив языком, «Ля иляха илля-Аллах», и сюда же, конечно, входит тоже и Мухаммаду Расулуллах. Достаточно это точка? Нет. А дальше «и отречется от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом». То есть проявить неверие во все это. Это обязательное условие. Видите, называет пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Вот его имущество, его кровь становятся неприкосновенными, а расчет с ними у Аллаха. Расчет с ним у Аллаха, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Понятно? Еще раз, отречение от тагута, неверие в тагута, отречение от всего, чему поклоняется помимо Аллаха Субхану ва Тааля, это условие. Без него нет таухида, нет ля иляха илля-Аллах. «Иннани барау мимма та'будун илля лази фатарани». Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, который меня сотворил. Это принцип, изложенный в Коране, слова Ибрахима, о которых нам сообщает Всевышний. Далее автор говорит внимательно. Вопрос тагута очень важный вопрос. Поэтому сосредоточьтесь, наберитесь терпения. Автор говорит, посмотрите, читайте, тагутов много, читайте. Тагутов много, но основными являются 5. Да, ат-тавагит касирун, тагутов много, но основных 5. И автор приводит примеры тагутов. Упоминает главных из тагутов, для чего, чтобы мы знали о них, чтобы мы сторонились этих тагутов. Потому что ты должен знать, чего ты должен сторониться, и отречение от чего условия вообще таухида и имана. Первый. Иблис, проклятый Аллахом. Иблис, проклятый Аллахом. Иблис, лянахуллах. Лянахуллах, внимательно, можно перевести как «да проклянет его Аллах», а можно перевести как констатацию факта, проклятый Аллахом. Что имеет в виду автор? Как правильно? Внимательно. Сообщать о том, что Аллах проклял Иблиса, это правильно. Но проклинать самим Иблиса, ругать, проклинать не надо. Хорошо? Мы сообщаем, да, мы говорим, что Всевышний Аллах проклял Иблиса. Что значит проклял? То есть изгнал его от своей милости, отдалил его от своей милости. Но сами мы не занимаемся произнесением и проклятия в адрес Иблиса. Почему? Потому что от этого мы не получаем пользы никакой. Нам приказано что делать. Мы что должны делать? Мы должны просить у Аллаха Субхану ва Тааля защиты от Иблиса. Прибегать к Аллаху за защитой от Иблиса. Да, мы говорим «Аузу билляхи минаш шайтани раджим». Прибегаю к Аллаху от шайтана прогоняемого. А Иблис, как сообщается в хадисе, наоборот, если человек начинает ругать его, проклинать, наоборот, он возвеличивается, становится больше, начинает гордиться. Поэтому что надо делать? Проклинать его надо или что надо делать? Или что надо делать? Не проклинать, а произносить, прибегаю к Аллаху от него. Аузу билляхи мину. Аузу билляхи мина шайтани раджим. Иблис один из главных тагутов, от которого надо отречься. Дальше. Второй.
Тот, кому поклоняются, и он доволен этим. Тот, кому поклоняются, и он доволен этим. Ман убида ва хуа ради. Второй вид тагута. Пример этого. То есть вообще здесь речь идет о человеке, который не порицает, когда ему посвящают какое-то поклонение. Он не порицает. Это тагут уже. Это человек тагут. Например, один человек приветствует другого человека. Салам ему дает. И когда приветствует его, кланяется ему. Наклоняется. Салам алейкум. Хорошо, руку представил и наклонился вот так. А тот человек молчит, которому он поклонился, молчит, не порицает его. Нет никакого сомнения, что в данном случае он является тагутом. Потому что на самом деле он должен порицать это, потому что руку, суджуд, поклоны, они могут совершаться только ради кого? Только ради Аллаха. Это ибада, это поклонение. Посмотрите, к пророку, самому великому и чистому из людей, пришел человек, говорит: «Маша Аллаху ва шит». Это то, что пожелал Аллах, и ты. То есть Мухаммад и ты. Пророк что сказал ему? «Аджальтани лилляхи нидда». Ты что, меня приравнял к Аллаху? Пожелал Аллах, и ты, через союз. И, хорошо. Приравнял меня к Аллаху. Балькуль маша Аллаху вахда. Баль маша Аллаху вахда. Следует говорить то, что пожелал один Аллах. Все. То, что пожелал один Аллах. То есть Пророк, когда его, казалось бы, это небольшой ширк был. Да, тот человек, конечно, он, который говорит эти слова, не имел в виду, что Пророк, его воля такая же, как воля Аллаха, субхану ва тааля. Нет. Но само вот это приравнивание в этом контексте Пророк как возмутило. Да, это таковы пророки. Что они не хотят, чтобы им поклонялись помимо Аллаха, субхану ва тааля. Не хотят, чтобы их сделали тагутами. Поэтому ни один человек, никто не должен стать тем, кому посвящается какое-то поклонение. Если удовольствовался этим, что ему посвящается какой-то вид поклонения, то он уже тагут. Несомненно, он тагут. Если к тебе кто-то подходит и, желая выразить тебе свое почтение, свое уважение, делает что-то, что делается только в отношении Аллаха субхану ва тааля, и ты при этом не выражаешь порицания, то ты тагут. Да упасет Аллах субхану ва тааля. Аллах субхану ва тааля в Коране говорит про Ису алейхиссалам: «Из каля Аллаху я Иса бна Марьям, а анта культа линнаси иттахизуни ва уммия илахейни мин дуниллах». Он сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям: возьмите меня и мать мою богами двумя наряду с Аллахом?» То есть объектным поклонникам поклоняются. Иля. Наряду с Аллахом. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. Аиса отвечает: пречистый, субханак, пречистый от этого, от ширка, пречистый. Как я мог сказать то, на что не имею права? Если бы я сказал это, ты бы знал об этом. Это Аиса отвечает Аллах субхану ва тааля. Пречистый, субханак, от того, что были у тебя какие-то сотоварищи, имеющие право на поклонение наряду с тобой. Как я мог сказать то, на что не имею никакого права? Иса, говоря субханак, провозглашает, что отдаленность Аллаха субхану ва тааля, отдаляет Аллах субхану ва тааля от наличия у него каких-то сотоварищей в поклонении. Иса заявляет, что нет у него никакого права претендовать на чье-либо поклонение. У него самого нет никакого права на поклонение ему. Иса говорит: «Ин кунту культу факад алимта». Если бы я это сказал, ты бы знал. Это действительно, разве Аллах субхану ва тааля не знает, что Иса не говорил людям: возьмите меня Богом, или мать мою возьмите Богом, который вы просите о заступничестве, говорите: Богородица, заступись, помоги и так далее. Разве Аллах субхану ва тааля не знает, что Иса не говорил это, что Иса не призывал людей сделать его Богом? Но Аллах субхану ва тааля хочет,
Почему в судный день скажет это Аллах Субхану ва Тааля? Ты сказал людям: возьми меня и мать мою богами, помимо Аллаха. Аллах хочет, чтобы Иса заявил о своей непричастности к тем, кто это сделал, о своем отречении от них, чтобы выразил свою неприязнь к поклонению Ему наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Заявил об этом. Но это очень важно. Посмотрите, как боялись этого пророки. Ты, если к тебе кто-то подходит и уделяет тебе какие-то знаки внимания, которые являются поклонением, на самом деле, который может посвящаться только Аллаху Субхану ва Тааля, и ты при этом не порицаешь, при этом ты доволен и спокоен, может быть, тебе даже нравится это, алиязу билля. От Иса Аллах Субхану ва Тааля хочет этого провозглашения, отречения от этих вещей. Почему ты не отрекаешься от этих вещей? Это очень важный аспект данного вопроса на самом деле. Очень важный аспект. Тот, кому поклоняется, он при этом доволен. Хорошо? Тагут. Да, Иса алейхиссалям поклоняются люди. Поклоняются. Но Иса алейхиссалям не тагут. Потому что Иса алейхиссалям что сказал им? Я говорил людям только что: поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Третий вид тагута. Тот, кто призывает людей к поклонению Ему. Тот, кто призывает людей к поклонению. В том случае не призывал к поклонению себе. Поклонились Ему, просто удоволен этим. А здесь он призывает к поклонению. Пример этого, конечно, классический. Это кто? Фараон. Фараон, который что заявил? «Ма алимту лакум мин иляхин гайри». Не знаю для вас Бога иного, кроме меня. Кроме себя не знаю для вас иного Бога. Субханаллах. Четвертый. Тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного. Тот, кто заявляет о знании чего-либо из ильмуль гайб, из сокровенного. То есть всякий, кто говорит, что у него есть знание о сокровенном, о будущем, хорошо, аль-гайб, ильмуль гайб, он знает, например, наступление судного часа, когда будет судный день, или он претендует на то, что он получает откровение с небес после прихода Мухаммада ﷺ уже. Такой человек является лжецом и является неверующим, мы говорили, такой человек является тагутом. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кулля я'ляму ман фис самавати вал ардил гайба илля Аллах». Скажи, о Мухаммад, никто на небесах и на земле не знает аль-гайба, сокровенного, кроме Аллаха. Это четвертый вид тагута. Пятый. Тот, кто выносит решение не на основании того, что не спаслал Аллах. Тот, кто выносит решение, ман хакама би гайри ма анзаля Аллах, выносит решение, хукма, не на основании того, что не спаслал Аллах. Если кто-то выносит решение, внимательно, не в соответствии с тем, что не спаслал Всевышний Аллах в Коране или в Сунне, является он тагутом или нет? Является он неверующим или нет? Это очень важный вопрос на самом деле. Внимательно. Тот, кто выносит решение не в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, и при этом у него есть убеждение, и'тикад. Внимательно, это очень важный вопрос и сложный вопрос, который не понимают многие люди. При этом у него есть убеждение, и'тикад, в сердце, что решения Аллаха Субхану ва Тааля, хукмы, установления Аллаха, они неправильные, или они неподходящие, или неподходящие для нашего времени, нашей эпохи. Или что суждения или решения других, не Аллаха, суждения тагутов, или суждения решения законов, которые люди сами придумывают, что они подобны решениям Аллаха Субхану ва Тааля, или они даже лучше, чем решения Аллаха Субхану ва Тааля. Имеет такие убеждения, такой человек является неверующим. Понятно? Неверующим. И его неверие, оно большое неверие. Большой куфр, который выводит человека из ислама вообще. Все. Выводит человека из ислама. Итак, который выносит решение, не соответствующее решениям, установлениям Аллаха Субхану ва Тааля, при этом что у него есть? Убеждение. Какое убеждение? Какое убеждение? Что решения Аллаха неподходящие или неправильные, или суждения, решения других, или законы, придуманные людьми, они что? Такие же, как законы Аллаха, решения Аллаха, или лучше даже, более подходящие.
лучше. Или да, не лучше, но можно, дозволено. Это будет что? Это куфр. Какой куфр? Малый куфр? Нет, это будет большой куфр. Понятно или нет? Это первая группа, вот те, которые выносят решение не в соответствии с тем, что не спаслал Аллах. Вторая группа теперь. Кто это? Это те, которые убеждены, внимательно, у них есть акида и атикад, убеждены, что да, нужно следовать решениям, установлениям Аллаха. Да. Что законоположение, решения Аллаха, несомненно, они лучше всех других, они полезнее для рабов, самые подходящие для рабов, для стран. У него это убеждение. Какое убеждение? Что да, надо следовать за установлением Аллаха, положениями Аллаха, субхану ва тааля, его решения, что его решения, они правильные, что они самые мудрые, самые подходящие для рабов, для людей, для стран. Но при этом он берет и принимает решение не потому, что не спасал Аллах, субхану ва тааля, а дает предпочтение каким-то суждениям другим, решениям другим, решениям тагутов или законов, которые люди придумали сами в противовес установлением Аллаха, субхану ва тааля. То есть сам имеет убеждения какие? Правильные. Но взял и принял решение не потому, что не спасал Аллах, субхану ва тааля, не на основе этого. Из-за чего? Не потому, что у него убеждения неправильные, а из-за какой-то мирской выгоды. Какая-то мирская выгода прокралась. Пристрастие души какое-то. Или любовь к власти, может быть. Любовь к власти. Или желание иметь должность, или сохранить должность, или получить какие-то деньги и так далее. Или отомстить кому-то за что-то. То есть страсть какая-то примешалась. Хорошо? То это что? Это куфр тоже. Но это малый куфр. Когда мы говорим малый куфр, не значит, что это что-то не страшное. Это тоже очень страшно, конечно. Да, это великий грех. Но это не тот куфр, который выводит человека из ислама. Малый куфр и большой куфр чем отличаются друг от друга? Большой, тот, который выводит человека из ислама. Это куфр, дуна куфр. Этот куфр меньше чего? Куфра, того большого куфра, который человека выводит из ислама. То есть это неверие, но не доходящее до большого неверия. Это нечестие, фиск по-арабски называется. Это человек кто? Фасик, нечестивец. То есть он принимает решение, да, не потому, что не спасал Аллах, может быть, на основании этих законов, которые люди придумали и так далее. Но при этом, что им движет? Какая-то мирская выгода, или какое-то пристрастие такое мирское, или желание власти, или должность. При этом, конечно, если спросишь его и убеждение, он убежден, да, что решения Аллаха, субхану ва тааля, суждения Аллаха, они правильные, они подходящие, они лучшие, они самые мудрые, нужно их придерживаться. То это фиск. И многие правители сегодня, пусть Аллах субхану ва тааля наставит нас и их на прямой путь, это их положение таково, многих. Дальше, внимательно. Получается, мы сейчас с вами два вида, да, разобрали кого? Те, которые выносят решение, потому что не спасал Аллах. Первый вид, кто они? Неверующие, вышедшие из ислама. Второй вид кто? Фасики, нечестивцы, совершающие большой грех, малый куфр. Третье. Если теперь тот, который выносит решение, не на основе того, что не спасал Аллах, внимательно, то есть его решение расходится с тем решением, которое Аллах, субхану ва тааля, не спаслал. Если этим своим решением, не соответствующим решению Аллаха, субхану ва тааля, он попирает чьи-то права, права каких-то людей, то помимо прочего, он еще становится кем? Залимом. То есть к нему присоединяется какое качество? Валим, то есть притеснитель. Он залим. Что он не просто принял решение, потому что спасал Аллах, он еще кого-то из людей тем самым притеснил. Понятно? Он залим. Это третья группа. Четвертая разновидность – джахиль. Джахиль, то есть тот, который выносит решение, соответствующее тому, что не спасал Аллах, из-за своего незнания. Что в этом случае мы скажем внимательно? Скажем, вот эти вот джахили, принимающие решения на основе того, что не спасал Аллах, да? Они двух видов бывают. Если невежество этого человека, оно является следствием его пренебрежения знанием. То есть он пренебрегает знанием.
у него нерадивости. У него есть возможность узнать истину, изучить истину. Но он ее не изучает, не узнает. В таком случае это невежество не является уважительной причиной, не является оправданием. Понятно или нет? Какой-то джахиль проявляет пренебрежение, проявляет нерадивость, легковесность. При наличии возможности узнать, при наличии этой возможности узнать, как правильно, этот джахиль, это невежество не является уважительной причиной. Если человек не был небрежен, он не был нерадив, или у него не было возможности узнать, да не было условий для обучения этой истине, то в таком случае его невежество, оно будет уважительной причиной. Оно будет служить оправданием. Но подробности этого вопроса, аль-хукм би-гайри ма анзаля Аллах, суждение на основе, не на основе того, что не спасал Аллах, это мы будем изучать, иншаллаху та'аля, когда будем проходить книгу Китаб ат-Таухид. Китаб ат-Таухид. Итак, автор здесь в этом разделе заключения о чем говорит? О тагутах и о 5 видах тагута. Говорит, что все пророки, они призывали, что? И Аллах Субхану приказывал всем людям отречься от тагута, от лжебогов, и уверовать в Аллаха, и приводит довод потом. Приводит довод на это из суры Аль-Бакара, аят, который идет сразу после аят Аль-Курси в Коране. «Ля икраха фиддин, хаттабейна рушду мин аль-гай». Нет принуждения в религии, прямой путь уже отличился от заблуждения. «Фаман якфур бит-тагут, ва ю'мин билlah, факад истамсака бил'урвати л-вусқа, ла инфисама лаха, валлаху самиун алим». Кто не верует в тагута и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сокрушится. Аллах, Он слышащий, знающий. И автор говорит, смотрите, опять в каждом разделе, в заключении здесь и в самом конце опять о чем? О ля иляха илля-Аллах, о таухиде. Что означает ля иляха илля-Аллах? Он говорит, в этом и заключается смысл свидетельства ля иляха илля-Аллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Свидетельство таухида. Оно обязательно должно содержать в себе отрицание и утверждение. Отрицание чего? Лжебогов. Утверждение чего? Поклонение Аллаху. Оно обязательно должно содержать в себе куфр и иман. Куфр во что? Тагута. Иман единого Аллаха Субхану ва Та'аля. «Иннани барау мимма та'будун, илля лази фатарани». Я отрекаюсь от того, от всего того, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто меня создал.